Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. А сейчас расскажем коротко о самых главных темах сегодняшнего дня. В Гудауте после капитального ремонта открыли новый офис районного телевидения. Представители Минсельхоза регулярно выезжают на места, чтобы понять, как идет реализация проектов по программе развития сельского хозяйства. Первый фестиваль по зимнему плаванию прошел в Сухуми. Он собрал любителей холодной воды и опытных моржей со всех уголков России. Президент, главнокомандующий вооруженными силами Бадрагунба посетил первый отдельный мотострелковый батальон Министерства обороны Абхазии. Глава государства ознакомился с условиями несения службы, ходом боевой подготовки, пообщался с солдатами срочной службы и осмотрел помещение части. Бадрагунба сообщил, что по его поручению в ближайшее время строители осмотрят помещение подразделения, после чего приступят к обновлению кровли и другим необходимым работам. Стены хорошие, крепкие, где-то зигзаг. Ну, хорем как уже царах тут ргалуется. Я вот ипсах то скварт вот маруга коги это хорем я вот тащук харгалоп алшар нуцхо апцараз хопхамцак нуцхо гязичка. 22 декабря, в самый короткий день зимы, в Абхазии, как во многих странах мира, отмечают День энергетика. С профессиональным праздником энергетиков поздравил президент Бадрагунба. Вы работаете в любое время года, в любую погоду, без выходных и праздников, зачастую в сложных и опасных условиях. Ваша самоотверженность, высокий профессионализм и чувство ответственности заслуживают самого глубокого уважения. Благодаря вашим усилиям энергосистема республики постепенно улучшается, говорится в поздравлении главы государства. В честь праздника Бадрагунба присвоил почетное звание заслуженный энергетик Республики Абхазия Осману Байрамову, Станиславу Булия, Гарри Богателия, Гиули Ваханя и Георгию Ганделяну. Возбуждены уголовные дела по факту угрозы убийством, нарушения тайны переписки, хищения денежных средств в отношении граждан России Ревы, Будыкина, Тимофеева, а также по факту нарушения порядка финансирования избирательной кампании, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. В рамках проверки установлен предварительный круг лиц, причастных к совершению данных преступлений. Однако для дачи объективной оценки причастности виновных лиц необходимо провести ряд неотложных оперативно-следственных мероприятий, возможных в рамках возбужденного уголовного дела. 6 ноября этого года в прокуратуру Республики Абхазия из Управления внутренних дел по городу Сухум был направлен материал по заявлению 3 граждан Российской Федерации по факту применения к ним насилия и хищения денежных средств, имевшего место в городе Сухум по улице Абазинской в офисе редакции газеты «Абхазский вестник». Чуть позже в прокуратуру обратился с заявлением депутат Народного собрания Кварчакан Валерьевич с просьбой провести процессуальную проверку в отношении указанных граждан и возбудить уголовное дело, связанное с нарушением порядка избирательного процесса. Оба этих заявления прокуратурой Абхазии были направлены в прокуратуру города Сухум для производства процессуальной проверки. В настоящее время проведен большой объем работы по данному материалу, допрошены все лица, имеющие отношение к этому инциденту, кандидаты в депутатов органов местного самоуправления, свидетели, сотрудники милиции, прибывшие на место, сотрудники службы государственной безопасности, представители оппозиционных сил и сами граждане Российской Федерации. В процессе проверки нами были собраны материалы в отношении гражданина Российской Федерации Ревы Ивана Евгеньевича и направлены в суд города Сухум для дачи правовой оценки. Судом города он был оштрафован по 3 статьям административного правонарушения
и ему были назначены штрафы в виде 1800 рублей по каждому правонарушению. Также в отношении главного редактора газеты «Абхазский вестник» прокуратурой города Сухум был собран материал и направлен в арбитражный суд. По результатам судебного решения ему назначен штраф в размере 48 тысяч рублей. После этого прокуратурой проводилась дальше проверка для установления всех причин и условий, способствовавших совершению данного преступления. Ранее уже нами доводилось до общественности, что мы усматриваем в действиях как лиц, представителей оппозиционных сил, так и со стороны лиц, которые организовали незаконное финансирование избирательной кампании, кандидатов в депутаты органов местного самоуправления, уголовный состав преступления. Сегодня, 22 декабря 2025 года, прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которые охватывают угрозу убийства, открытое и тайное хищение чужого имущества, а также нарушение тайной переписки и нарушение порядка финансирования избирательного процесса. С учетом того, что доследственная проверка в органах прокуратуры длилась более месяца и собран исчерпывающий материал, однако для дачи окончательной оценки сегодня необходимо провести ряд оперативных и следственных мероприятий, которые представляются возможным только в рамках возбужденного уголовного дела. Поэтому на основании действующего законодательства, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, ряд следственных мероприятий ограничен в рамках проведения процессуальной проверки. Поэтому объективную оценку необходимо будет дать в рамках уже предварительного расследования. Бадыр Гунба поздравил с днем рождения спикера Народного собрания Лашу Ашуба, пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в его ответственной государственной деятельности. С днем рождения Лашу Ашуба пришли поздравить вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, вице-премьеры Джансух Нанба и Вараздат Минасян, руководитель администрации президента Беслан Ашуба. Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин поздравили Лашу Ашуба с днем рождения. Отмечаем и ценим все, что вы делаете для укрепления дружественных отношений между народами России и Абхазии, для поддержания стабильного, конструктивного диалога законодателей, способствующего реализации совместных проектов в различных сферах, включая межрегиональное взаимодействие, говорится в частности в поздравлениях. Председатель парламента Республики Северная Осетия Алания Таймураз Тускаев по телефону поздравил спикера Народного собрания Лашу Ашуба с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья и успехов в работе. Несколько пожаров потушили в выходные в Абхазии. В ночь на 22 декабря в селе Лдза Гагарского района загорелась гостиница «Дельмар». Пожарным удалось локализовать пламя и спасти от огня основное здание отеля и соседние жилые постройки. Однако кафе при гостинице выгорело полностью. Специалисты выясняют причины случившегося. Еще одно возгорание произошло вечером 21 декабря в самой Гагре. На Парковой улице загорелся частный двухэтажный дом. В результате происшествия выгорели чердак и 2 жилые комнаты. Люди не пострадали. Аналогичный инцидент зафиксирован 20 декабря в селе Приморское Гудаутского района. В 22:05 пожарных вызвали к одноэтажному частному дому. Огонь успел повредить чердачное помещение, но пострадавших нет. Министр иностранных дел Олег Барцыц принял нового главу миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии Валерию Джемелла, приступающую к работе 12 января следующего года. Чингиз Раимбеков, завершающий свою работу главы миссии в Республике Абхазия, подробно проинформировал Олега Барцыц об основных направлениях деятельности и итогах работы миссии за период его пребывания в должности. Олег Барцыц поблагодарил за проделанную работу, подчеркнув значимость реализованных гуманитарных инициатив. Участники встречи обсудили текущую работу миссии в Абхазии и планы дальнейшего взаимодействия.
Как идет реализация проектов по программе развития сельского хозяйства? Представители Минсельхоза регулярно выезжают на места, чтобы посмотреть, с пользой ли вложены государственные средства. Очередная такая инспекционная поездка прошла в минувшие выходные. Репортаж на Алыч-Хинджери. По программе развития сельского хозяйства Минсельхоз Республики обеспечивает крестьян саженцами цитрусовых деревьев. Владислав Мукба из села Осичко среди тех, кто подавал заявку. У него мандариновые плантации. Имеет около 300 корней на 3 гектарах. Также Минсельхоз выделил ему мини-технику для обслуживания плантации. Все посадки прижились, и в скором времени его участок превратится в оранжевый сад. Посадочные ямы сделали, посмотрели, приняли, какие-то замечания нам сделали по посадочным ямам, ну тоже исправили. А потом позвонили, сообщили нам подъехать, получить саженцы. Получили саженцы, при посадке тоже присутствовал агроном Гагрской администрации Канджария. Ну, под его руководством произведена была посадка. У нас очень налажена вот обратная связь. Мне вот это радует. Что-то какая-то болезнь. Мы звоним, приезжает агроном и смотрит, что-то подсказывает, присылает там лекарства. Ну, такой вот. Я вот доволен. Продолжая выездную инспекцию, представители Министерства сельского хозяйства осмотрели частную инвестицию в Гагрском районе. Давид Кутарба со своей семьей воплощают в жизнь давнюю мечту – строить бассейн для форелевого хозяйства, а чуть позже планирует разводить и карпа. Но на сегодняшний день работа стоит, так как не хватает финансов. Обратились за помощью Министерства сельского хозяйства. Вот здесь вот надо нам кровлю делать, корма завозить, негде оставлять, крышу нам надо накрыть, там двигателя, насосы. Вот обратились за помощью Министерства сельского хозяйства. Не раз нам помогали. И думаю, так, сейчас тоже нас не оставят. Далее инспекция направилась в компанию «Аккорд Агро» к предпринимателю Денису Воронину. Это крупное цитрусовое хозяйство в 40 гектаров. Здесь высажены 10 тысяч корней мандарин сорта Оншиу. В планах высадить еще и ранний сорт мандарин. Денис в свое время взял участок в аренду, где располагался старый сад. Изреженность составляла более 70%, поэтому было принято решение высадить новые саженцы. Обратились с заявлением, рассмотрелись, вышли на парламент, тоже рассмотрелись, дали нам добро. И вот сейчас в настоящий момент высажено у нас 10,5 тысяч саженцев уже, да. Пришлось очень много здесь повыкорчевывать. Ну, тут, это вот старый сад, вот до ветрозащиты был, а все остальное это поросшие уже, наверное, осины, вот такие большие деревья, альтой, да, все это переплетено ожиной. И в итоге вот пришлось приложить усилия. За прошлый год выпад был меньше 0,44%. 0,04%. То есть нет несколько саженцев, да. И то вы подсадили, да. Вот. Прорабатываем все агротехнологии. В принципе, вот изначально мы обращались в Институт субтропических культур и Сочинский. Они взаимодействовали с Институтом субтропических или ботаническим садом Сухумским. Вот. Молодцы вот, специалисты, взялись за это дело. Увидели в нас возможность себя реализовать, так сказать, не только наглядно все. Да, помогали нам, сделали нам технологическую карту возделывания цитрусовых, мы ее придерживаемся, конечно же. А в селе Мгодзюр-Хуаджума Ажиба, пользуясь хорошей погодой, вовсю высаживает виноград. Минсельхоз Республики предоставил ему 1500 корней разных сортов. Осталось посадить еще 500 корней. Фермер просит в помощь мини-технику. Грозди плотные такие, а вкус один и тот же. Если бы это было. И хороший урожай дает. Урожай без его объединялся. В селе Абгархук Уанзура Смыр высажены 700 корней ореха «Идеал». Помимо этого, здесь 1600 корней крупноплодной алычи. Для обслуживания площади Минсельхоз выдал сельчанину мини-технику. Урожай ожидается через 2-3 года. В этом году это все выросло отсюда. Хотя год был очень неудачный для
А этот плодоносит уже, да? В этом году несколько штук было. В селе Куланурхуа Астамур-Пимпия имеет мандариновую плантацию. В этом году высадил 1000 корней сентябрьского сорта мандарин. Для хорошего урожая тоже просит технику, так как без нее такую площадь не обслужить. حرزك وبيش تسخو وسخو بيرت في زننا سايتها وكيخو أوبخ ويجلس تسخر رو زوا خيدر خطوة بخي يحبز يحرزك بحشك وفزتز بمندرين زايا أو خيتر حز أجي خيتر حز كنت جزر خوا فلان خوا كنت بقى خاز دارزي بزين خلب شرارتو إذا جت خرار تخوب وبرت اي ترحز خلبش رزحنا نيوسن دس يتخوت تكنيكو خوجي غبريغا بخي احرز خار بيبش ويزت فاير ناس حمن يزلح حولا ناس يزلح حولا يتشكزام كو проекта وسويت كتوا وسز تخوز نبكيلكو دارزي بسين بريروز تخرار خيدر خود. В министерство продолжают поступать проекты от сельчан в рамках программы развития сельского хозяйства. Нала Чхинджерия, Адам Рджения, Абхазское телевидение. В Гудауте после капитального ремонта торжественно открыли новый офис районного телевидения. В мероприятии принял участие президент Бадра Гунба. При содействии главы государства был завершен ремонт помещения, выделенного Гудаута ТВ, а также полностью обновлена техническая база. Закупить оборудование помогли меценаты. Бадра Гунба осмотрел новые рабочие помещения и ознакомился с техническими возможностями студии. Гугуца Вардания расскажет подробности. Теперь здесь все новое. Гудаутское районное телевидение начинает вещание под новой крышей. Технически оснащенные помещения, студия, рабочие кабинеты, санузел, гримерная и, самое главное, кровля строения, где находится офис Гудаута ТВ, отвечает самым последним стандартам качества и обслуживания. Директор канала Нателла Чанба торжественно перерезает красную ленту, встречают гостей обновленного офиса национальными танцами и песнями. Впервые Гудаутское районное телевидение вышло в эфир в 2012 году. Офис расположился на 6-м этаже в центре города, в здании, которое принадлежит республиканскому унитарному предприятию «Абхазсвязь». Однако со временем крыша стала протекать, а кабинеты нуждаться в ремонте. Почти 4 года сотрудники канала снимали в аренду помещения в разных частях города. Но, несмотря на большие сложности, канал не переставал вещать. Сегодня коллектив вернулся в офис после капитального ремонта. Это стало возможным благодаря поддержке государства, депутатов и меценатов. В какой-то период у нас был ремонт благодаря Александру Золотинсковичу также и Мале Валерию Васиковичу, которая нам в том крыле, вот в таком маленьком миниатюре было сделано у нас телевидение. Но в связи с тем, что крыша этого здания полностью протекала, оно не было ни окон, ни дверей, мы потеряли полностью это помещение. Вот. После этого, значит, вот мы скитались по всей Гудауте, мы находились то там, то здесь. Это в конце концов нам удалось вот благодаря Александру Золотинсковича вот получить вот этот ремонт, вот это здание, что вы видите, ну вот. Сегодня вы все свидетели того, что это. Конечно, нам помогли наши гудаутские меценаты. Это в первую очередь Дуг Лоло, который пришел и просто, у меня нет слов. Лакоба Аслан, Беслан Халваш. Наши гудаутские ребята. Один из них депутат наш Ардзенба Инал. Я вам передать не могу. Вот все приходят, все помогают, все спрашивают, чем помочь, где рядом стать. Я просто радуюсь тому, что вот сегодня происходит у нас. Поздравить сотрудников Гудаутского районного телевидения пришли глава администрации, местные жители, зрители канала, друзья, коллеги, депутаты. Среди первых гостей обновленного офиса президент
президент Бадра Гунба. Глава государства пожелал творческих успехов сотрудникам и подчеркнул, что в военные годы именно Гудаута была центром информационного вещания. Тҟәарчала азԥшын, егьырҭ араионқәа азԥшын, ианықәзаалакгьы ақалақь фырхаҵа Гәдоуҭа ус иҟан Аԥсны аразҟы хырӡбо аҭыԥқәа ируакны иҟан. Убас иаҳзыҟалеит аибашьра ду, аибашьра хлымӡаах ҳажәлар знысыз амҩа хаангьы. Иахьа иҳамоуп даҽа лшарак, аԥсҭазаара ацҵара, аизырҳара, ҳҳәынҭқар арӷәӷәара, абарҭ аусқәа рҟны иахьа ателехәаԥшра иаанагало аҭыԥ даара иҳаракуп. Ишәзеиӷьасшьоит шәара ажәабжь бзиақәа, ажәабжь бзиа уи иаҵанаго ҳҳәынҭқарра аҿиара, аизҳара, ҳажәлар ракзаара азҵаарақәа, рԥеиԥш азҵаарақәа, абри зегьы шәара ҳажәлар рҟынӡа инажәгаларц алшара дуқәа Анцәа ишәиҭааит. А ГТРК со дня открытия поддерживает коллег в приоритете дальнейшее сотрудничество, вещание материалов Гудаута ТВ на абхазском телевидении и стажировка сотрудников канала, отмечает генеральный директор абхазской гостелерадиокомпании Ирина Агарба. Директор замесфар стаху и яшев дарат за ариусул гузы был у ядаге район кварчы телехопшрахи маджи божуна саха загреха харахай мадарачын Гудаута телехопшра раджара материал кодарартуха харин хадахкалу обхара хахим зузари хастушха наху попимачимко коммуникация зын дарат ганшава Ачаров зехес счет Ирегио корреспондентша Гудаута телехопшрачы Якуб Хархо обыз амтакячкала айцат чан зевы. Творческих успехов и благодарного зрителя пожелал коллективу Гудаута ТВ председатель Союза журналистов, директор телеканала Абаза ТВ Руслан Хашик. Он отметил необходимость дальнейшей поддержки канала. Гудаута ТВ вещает 2 раза в неделю, в среду и воскресенье, освещая события в 22 селах района. Сегодня на Гудаутском районном телевидении работают около 15 человек. Среди них операторы, журналисты, монтажеры, дикторы и другие специалисты. Каждый из них предан своему делу. Несмотря на сложности, с которыми сталкивался канал, профессию не оставили. Некоторые из них со дня основания. На самом деле, вот вы видите, какая у нас обстановка дружественная, как мы здесь все друг друга любим, уважаем. Мы на самом деле всегда очень друг другу помогаем. Не имеет разницы, там, монтажер, корреспонденты, там, операторы и так далее. Мы очень друг другу всегда помогаем. Это вот прям не может не радовать, это очень отрадно, честно говоря. Вот этот переезд, я так скажу, я, может, немного повидал в рабочем плане, но та техника, та обстановка, то оборудование, которое у нас сейчас есть, оно, на мой взгляд, позволит нам выйти на другой уровень, на более качественный. Мы сможем вещать. И начали вот помимо интернет-пространства до этого, которое мы вещали, так как не могли выходить в сам эфир, у нас сейчас появился свой канал. Мы будем вещать на этом канале и помимо этого выходить в другом интернет-пространстве. Как-то так. Мы сделали свой канал Гудаута ТВ. Теперь вещаем на интернет-провайдер, который имеет Гуднет и систему. Там выходим. Для меня сегодняшний день очень значимый, очень трепетный, очень радостное событие, долгожданное не только для меня, не только для наших сотрудников. С уверенностью могу сказать, что для всего нашего района, потому что наш канал, наши новости с удовольствием смотрят и слушают. У нас очень преданный зритель. Преданные зрители Гудаута ТВ ждут новых эфиров. Ну а мы желаем только успехов и хороших новостей. Гугут Савардания, Адам Арджения, Абхазское телевидение.
Все ли социальные обязательства, поставленные перед Министерством финансов, выполнены? Чем отличается госбюджет на следующий год от текущего? За счет каких источников будет покрываться бюджетный дефицит? Какие у Минфина механизмы контроля за расходованием бюджетных денег? Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью министра финансов в Абхазии Саида Губаз. Смотрите программу «Амчра» сразу после выпуска новостей. Все ли финансовые обязательства, которые вы запланировали на текущий год, удалось выполнить? В текущем финансовом году у нас бюджет протекает, исполняется в достаточно таких спокойных условиях. Чем бюджет 2026 года принципиально отличается от текущего? В бюджете на очередной финансовый год нам удалось увеличить в первую очередь доходы бюджета. Как вы намерены покрывать дефицит на 2026 год? Умеренный дефицит, он в определенной степени может быть полезен и бюджету экономики. Рост собственных доходов на 2026 год составляет 879 миллионов рублей. На 2026 год этот рост немного меньше, но тем не менее такая положительная динамика сохраняется. Российская финансовая помощь составляет около 40% бюджета. Были периоды, когда большую часть доходов бюджета составляла российская финансовая помощь. Вопросы пенсии, размеры пенсии. Пенсионное обеспечение – это одно из важнейших направлений, на котором государство акцентирует свое внимание. В Министерстве просвещения рассказали об участии школьников и педагогов в мероприятиях различной направленности в текущем году. Впервые в Абхазии был проведен марафон «Знания первые» совместно с Российским обществом знания с участием спикеров двух стран. Учащиеся Республики Абхазия успешно принимали участие в международных олимпиадах по математике. Впервые олимпиада по биологии учебного центра «Сириус» была проведена в Абхазии, и 26 абхазских школьников стали победителями. Сборная команды абхазских школьников заняла призовое общекомандное место в военно-патриотической игре «Зорница». Активное взаимодействие происходит в рамках реализации школьных образовательных проектов российских школьников на территории Абхазии. Так, псковские учащиеся школ прошли эко-путешествие на территории заповедников республики. Летом планируется провести для них образовательные программы по истории. Более чем 250 педагогов и руководителей образовательных организаций из Республики Абхазия прошли обучение в образовательном центре «Машук» на разных программах. Более 100 преподавателей и граждан стали участниками проекта «Знание лектор». 21 педагог стал победителем конкурса «Навигаторы детства». Формируется сообщество наставников. Краснодарский край за текущий год передал Абхазии современное оборудование, спецтехнику и обустроил социальные объекты. Для школ республики закупили 120 интерактивных досок, оснастили 22 компьютерных класса и передали более 40 автобусов для перевозки учеников. Медицинскую службу усилили 10 новыми машинами скорой помощи и 2 мобильными диагностическими центрами. Также в республике обустроили 12 многофункциональных спортивных зон и 5 игровых площадок для детей. Реализация большой благотворительной программы, которую реализовывает наша организация на территории Республики Абхазия, были в том числе построены 17 объектов, 5 детских площадок и 12 многофункциональных спортивных комплексов. Мы сейчас находимся на одном из них. Комплекс размером 1100 квадратных метров. Выполнено было все очень качественно, в кратчайшие сроки. Как вы можете заметить, данный комплекс многофункциональный, потому что позволяет играть различные игры. Это и футбол, и волейбол, стритбол, мини-баскетбол по одному кольцу. Сделано все максимально качественно. Здесь залита плита, фундамент, резиновое покрытие современное для того, чтобы было менее травмоопасно. Высокие ограждения 4-метровые. Также здесь дополнительно было проведено освещение автономное, которое можно настроить на удобное время пользователей. Благоустройство осуществлено, сделана отмостка,
лавочки, урны. Ну и отдельно построена зона воркаут. Такого образца у нас немножко разная конфигурация, но образец и площадь примерно одинаковая. Вот такие комплексы мы построили на территории Республики Абхазия. Это одну в Очимчире, 2 в городе Ткачал, 1 в городе Гал и 8 в городе Сухум. Все, что вы видите, все привезено, все абсолютно отечественное. В том числе и эти прекрасные тренажеры. Они сделаны из очень качественного металла. Основные элементы, которые подвергаются больше всего коррозии, они оцинкованы. Рассчитаны на тренировку различных групп мышц. Действительно, все эргономично и очень грамотно было продумано для того, чтобы пользователям было максимально комфортно. Первый фестиваль по зимнему плаванию «Холодный старт» прошел в Сухуми. Фестиваль собрал любителей холодной воды и опытных моржей из Луганска, Донецка, Севастополя, Симферополя, Евпатории, Балаклавы, Краснодарского края, Перми, Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга. Абхазию в соревнованиях представляли 30 пловцов. Как прошли соревнования и кто показал наилучший результат, в материале Айлиты Арутюнян. Заплыв еще не начался, а будущие участники уже заряжены не только желанием побеждать, но и получить положительные эмоции и хорошее настроение. Для меня это какой-то новый этап в моей жизни, потому что я впервые буду участвовать в таком грандиозном фестивале. В первую очередь, конечно, это гордость за нашу страну, за нашу республику, что именно здесь такое организовали, именно в Абхазии это проходит впервые. Мне очень радостно, что столько человек с Абхазии примут участие в этом конкурсе, в этом фестивале. Сегодня буду плавать. Хотела бы выиграть медаль. Будешь сегодня за маму болеть? Я когда увидела, что образовался клуб моржей Абхазии, мне прям так приятно стало. Я заболела за этих ребят, думаю, какие они молодцы все-таки. И решила познакомиться. Это потрясающая страна, красиво. А люди какие здесь. Боже, такие приветливые, такие все доброжелательные. Открытие мероприятия прошло бодро и задорно. Каждый участник с нетерпением ждал первого заплыва, но и с интересом слушал выступающих. Всех спортсменов и всех добрых людей столица Абхазии всегда встречает гостеприимно и по-дружески. Мы вас всех очень приятно вас видеть. В Абхазии вообще и в советское время были развиты все виды спорта, кроме зимнего плавания. Вот сейчас мы пошли вперед, теперь у нас и зимнее плавание есть в Абхазии. Праздничный фестиваль, который приурочен к 80-летию Великой Отечественной войны. Этот сегодняшний наш праздник приурочен к этой дате. Дорогие мои, разрешите мне от имени Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту поздравить вас, всех участников, и сказать большое, огромное спасибо, что вы сегодня здесь. В рамках открытия также состоялось шествие с георгиевской лентой. После торжественной части все направились к морю. Несмотря на зимнее время года, все были настроены на хороший заплыв. В командных заплывах на 500 метров среди женщин и мужчин, а также в эстафете первое место заняла команда Абхазии. На дистанции 50, 100 и 500 метров спортсмены соревновались в 12 возрастных категориях. На дистанции 500 метров в личном зачете выиграл Тенгиз Шакрыл и Елена Вардимиади. Победители и призеры были отмечены денежными призами. 11 минут ровно. Поздравляем! Ощущения очень позитивные, хорошее мероприятие провели сегодня в Абхазии с россиянами, поплыли, получили массу удовольствия. Тем более еще мы, как Абхазия, победили. Плаваю уже 5-й год. Не планировал, естественно, вот такого заплыва, но раз он есть, думал, попробую себя. И, видимо, получилось нормально, неплохо. Первые мысли после прохода финиша, какие подтянуть моменты, которые у меня отстают. Абхазия для меня не чужая страна, не чужая республика. Я люблю Абхазию, люблю абхазскую пищу, я умею танцевать лезгинку. И мы как соседи в Абхазию приезжаем сюда достаточно часто.
В соревнованиях принимали участие 16 команд со всей России, в том числе Абхазии. В общей сложности 80 человек. На фестиваль прибыли представители клубов и опытные любители зимнего плавания из Луганска, Донецка, Севастополя, Симферополя, Евпатории, Балаклавы, Краснодарского края, Перми, Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга. Нашу страну на турнире представляли 30 пловцов. К участию были допущены спортсмены в возрасте от 18 до 75 лет. Здесь настолько приветливые люди, и идея этого фестиваля понравилась абсолютно все. Все абсолютно шли на контакт, и максимально много людей помогали и предоставляли и информационно, и где нужно было и буи, и растяжка нам предоставили компании. Я очень рада и счастлива вообще, что это происходит именно в Абхазии, в стране души. В детских заплывах на дистанции 25 метров среди участников победителем стал 9-летний Мартин Адлейба. А в возрастной категории 7 лет первое место занял Амир Адлейба. Зрелищной частью программы стала эстафета, в которой победу одержала команда «Солнечные моржи Абхазии». Второе место заняла команда Федерации зимнего спорта Севастополя. Третье – моржи Кузбасса. Первый раз вообще на таком событии, и, в принципе, я думаю, удачно нам улыбнулся. Атмосфера на соревнованиях царила дружеская, но каждому из участников хотелось принести победу, а на берегу пловцов оживленно поддерживали болельщики. Все призеры были награждены медалями и грамотами. В церемонии награждения участие принял вице-премьер ИО председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорту Тарач Хагба. Огромное спасибо каждому из вас. Очень много регионов Российской Федерации сегодня приехали к нам, порадовали нас своим визитом и создали для нас великолепный праздник. Абхазия для вас всегда открыта. Всеобщими усилиями мы обязаны реализовывать очень важные спортивные мероприятия. Организаторами фестиваля выступили Государственный комитет по делам молодежи и спорту и клуб солнечных моржей Абхазии. Айлита Арутюнян, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. У средней школы номер 14 имени Чехова устанавливается светофор с введением вызывной фазы, сообщает Департамент организации безопасности дорожного движения администрации города Сухум. Нововведение намного облегчит и обезопасит переход дороги учащимися. Отныне для перехода пешеходов через проезжую часть необходимо будет нажать кнопку на табло вызова пешехода и ждать разрешающего сигнала светофора. А в завершении выпуска расскажем о погоде. 23 декабря в Абхазии ночью и утром возможен дождь, днем без осадков. Воздух ночью 3-8, днем 8-13 градусов тепла. Температура морской воды плюс 13 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего, до свидания.